Всем привет! С вами я, Веловалера. И сегодня мы вдоль восточной границы Татарстана отправляемся в Бавлинский район. Вас ждут красивейшие пейзажи и гостеприимство Юго-Востока. Подписывайтесь на канал, комменты, лайки туда. Погнали! С этого ролика начинаем розыгрыш соток за комментарий. Оставляй содержательный комментарий и выиграешь. Поздравляю в этот раз Фарида Ахмадеева. Фарид, свяжись со мной, все контакты в описании. Всем доброе утро. Сегодня 23-й день татарстанской кругосветки. В таком месте ночевать пришлось. Деревня Чекан здесь недалеко. И сейчас вот прямо на Урусу 31 километр. Дорога без перепада еще идет. Так, все, 30 километров прямого пути до Урусу по вот этой трассе. Как хорошо с утра, конечно. Но сегодня будет припекать. Еще дожди обещают. Павлах. Я как раз в это время туда и подъеду, блин. Штиль, ветер молчит, упала белой чайкой на дно. Штиль, наш корабль забыт. Что заметил, много полей не засеянных. Может быть, на порах они или как. Да. И сразу другое. Скеково Озеревское было, да. Все верно. А в другом уже и поля ухожены. И все как-то чинно, гладко. Вот видите, даже в районе может быть различие, да, по уровню развития. Хорошая вещь, вот этот набор всяких казинаков там и так далее. Вот, поешь и нормально. Тем более вот в таком месте. Почему нет? И мы вернемся домой. Его плоть и кровь, но насытят нас, а засветим, может Бог восстать. Что нас ждет, море хранит молчание, жажда жить сушит сердца до дна. Только жизнь здесь ничего не стоит, жизнь других, но не твоя. Где-то тут Урусу уже, до центра 5 километров, правда, еще, но вот они, преддверия. Хеммитегес. По-моему, в правильном направлении двигаюсь. Дома-то интересные сохранились. 50-х, что ли, наверное. С таким балконом деревянным еще. А вот и как здесь принято, здание с колоннами. В Октябрьском что-то похожее есть. Ну супер, посмотрите, как это все помпезно выглядит. Это районный дом культуры. Да, колорит в Урусу, конечно, есть свой определенный. Сразу же промышленность и домики вот эти старинные 50-х годов. В принципе, неплохо. Неплохо. Так, аллея героев. Вот здесь свои герои. Есть герой Советского Союза, социалистического труда. Женщина-герой социалистического труда. Зарипова Талыха. Композиция. Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать. Супер.
Мужеству, героизму советского народа вечная память. И здесь же вчера, видимо, день ВМФ был. Гвоздики положили. И свежие цветы. Ну что, дали мне полный расклад. Говорит, едь по Урусинской, тут 3 кафе. Одно с роллами, одна шашлыков, по-моему, там есть шаурма. А другой Сиван. Я вот думаю, наверное, Сиван надо заехать. Вот основная улица Урусинская. Надо правильно сделали, что так назвали, а то там Ленина, туды-сюды. Зачем Ленина? Ленина улиц хватает, а Урусинская одна. Короче, вообще голяк с едой. Придется на Пушкина ехать, там кафе какое-то. Ну что, улица Пушкина, что ли? Будем искать кафе. Если нет, то я не знаю уже. Придется в Магнит заезжать. Винегрет буду есть такого красивого вида на самом деле. Лапшичка домашняя, прям супер. Бульон наваристый, лапша, все вкусно. Но мало для меня лично. Вот единственное кафе в Урсу, Фарвин. И оно отличное, вообще супер кафе. Все очень вкусно. Я взял бизнес-ланч и наелся, и вкус поел. Реально лапша как домашняя. Все круто. Выезжаю на Бавлы сейчас. Салам. Вот так поддержали. Машина сопровождения с Октябрьского. Да, дождевые облака заходят потихоньку. Через 200 метров поверните направо. 1 километр до Октябрьского, да. Я, по-моему, эту трассу проезжал, я помню. Здесь указатель Татарстан, туда-сюда, речка называется, тут недалеко ночевал. Все понятно. Ах, да, это речка Ютаза, оказывается. Вон где народ купается, Ютаза. Сама Ютаза здесь тоже недалеко. Да, помню я это все место. Скоро где-то будет уже Бавлинский район. Зыльяр, Дымтамак, Ютаза. Километрах 3-4 от меня вот канитель такая, там снова ничего не видно, проносится. Вроде бы меня не коснется. Вот он и Октябрьский здесь открывается хорошо. Высотки стоят. Единственное, его плохо видно, но разглядеть можно. Там, наверное, больше поливает. За тем холмом. Да, надеюсь, он пройдет и больше не будет идти. Что, 300-400 метров первый проехал после дождя. Нормально, оделся, чтобы не мокнуть и не мораться. Одежда пусть морается. Сейчас прикол, конечно, был. Я думаю, сейчас еду, пока надо посмотреть информацию про Бавлы. Включаю окей, Google, говорю, Бавлы выходит, бабуин. Ай, блин, в Бабуин еду.
Да, длинное село. Километра 2-2,5 идет. Речка Павлинка. Есть такое дело. Ну что, встречайте Бавлы. Есть такое дело. Самый южный город Татарстана. Казань 360 километров. До Оренбурга 365. А я поеду на Оренбург. На улица Вагапова. Пока что нравится. Жителем остановился, расспросил меня, куда еду. Показал место для шаурмы проверенное, говорит, это самое нормальное. Вот, сейчас он поедет. Все. Ну, все правильно, значит едем. В Павлах уже кумыс продают. Башкирская, казахская тема. Надо же. Я не отказался от кумыса. Что ж, вот она прогулочная улица, по-моему, Комсомольская, вот так подковообразная. Я сейчас до начала поеду и в обратную сторону. Качели тоже, тема вообще в Татарстане очень популярная. Аллея героев, вот в таком виде мне больше, конечно, нравится. Очень хорошо, с биографией. Какие-то пушки, пулеметы, прям на колесах. Вот такое вот. Поворачиваем. Вот так вот. Парк сделали тоже. Экстрим, можно сказать. А бордюры нормально здесь не сделали для велосипедистов все-таки. Белый солдат. Красота. Все сняться хотят, да? Да. Привет, ребята из Бавлов. Какой канал? Вело Валера, вот написано. Я сейчас реально в Казань? Да, можете посмотреть ВКонтакте, я сейчас дам вам визитку. Тут посадка. Дальше большой бассейн непосредственно будет стадион. Заеду, посмотрю, может действительно быстренько искупаемся. Окунулся, так хорошо стало сразу. Ну сегодня не жарко, после дождя вообще супер, конечно. Вот самая хвалимая шаурма в Бавлах. Видите, тут даже показано, как они ее готовят. Парень таджик, гостеприимный. Такая своя, конечно, обстановочка интересная. Так что, ну, мне уже нравится. Я хочу здесь посидеть немного. Ну вот здесь шаурма в Бавлах готовится. Сказали, как шаурма, нормально? Да, есть очень вкусные места. Есть, да? Там много просто, надо пробовать на разный вкус. Ну да. Вот, работает мастер, шаурмист называется. Все сделано в едином стиле, с определенной концепцией. Советский, не советский период, но все равно это создает определенное ощущение гармонии. Дети играют. Все, Ленин показывает, куда мне ехать. Поехали. Вот тебе и выезд, можно сказать, Бавлов, улица. Через весь город идет Сайдашева. Вот такая обочина. Что я жаловался. И спуск постоянно. Ну,
люди из Бавлов уже говорят, как все знают, что я здесь, оказывается. Да-да. В группе меня развесили где-то. Вот сейчас выезжаю по Оренбургскому тракту. Павлинец. Привет! Оренбургский тракт 2022. 34. 361 километр от Казани. Ух, я и забрался. Закончился Павлинский перешейк это и поселок Сергепово. Так, один. И Сергеповское сельское поселение закончилось. Покровско-Рустамакское. А, я как раз туда и еду, в Рустамак. Оказывается, мне так-то по Оренбургскому недалеко ехать. Уф. Тут вот такие беседки с одной, с другой стороны. Ну понятно, одна к лесу приурочена, другая просто чтобы отдохнуть. Такие речки тут мне нравятся. Ручейки такие мощненькие. Маленькие. Покровский Рустамак. Все вот такое вот аутентичное, блин. Старинные избы. Такой вот покраски белый. Холмик тут, блин. Рыбовах. Коров уже выгоняются стадо. Добрался до тебя. Салют. Салют. Привет из Рустамака. Спасибо, Артур. Спасибо за все. Сейчас вот поеду дальше, еще километров 10-15 на юг. Магазин Айкай тоже спасибо. Места замечательные на самом деле. Приезжайте тут, Артур все покажет. Уф, тут предложили переночевать, в бане помыться. Блин, ну ладно, придется согласиться. Заманчивое предложение. Вот это, оказывается, удмуртская деревня. И тут вообще вдоль долины Урус живут удмурты. А дальше есть и чувашские тут деревни, и мордовские. То есть население различное вообще. Вот эта женщина, которая меня пригласила в Кит-озеро. Еду за ней. Спуск похоже. Ну да, там несколько. О. Поверните направо. Ищите пункт назначения. Да, вот вроде как сегодня дом, как мне сказали. Да, вот у Полины, я не знаю отчество, я в гостях. Такой дом, улица Восточная, село Кит-озеро. И вот иду на само Кит-озеро. Население, говорят, смешанное все-таки, но изначально удмуртское. Вот здесь проводится удмуртский сабантуй, я не знаю, удмуртский праздник. Сети здесь особо нет. Особо вообще детокс. Пожалуйста, река Ик недалеко. На той стороне в километре Башкирия. Вот в такое место я попал. А так бы мимо проехал. Вот видите, все встречи не случайные. Так что супер день. 108 километров пролетел, еще бы, наверное, 10-15 сделал. Ну ладно. Завтра буду ехать эту 10. Подписывайтесь на канал обязательно. Распространяйте информацию о данном путешествии. Ну и всем удачи.